Уважаемые коллеги, добрый день. В этом году мы не раз, в том числе на месте, в прямом диалоге с гражданами часто рассматривали положение дел в Иркутской области, где две волны паводка последовали буквально одна за другой. Вместе с тем, ситуация такова, что масштабные стихийные бедствия, наводнения затронули и другие регионы, и прежде всего, конечно, дальневосточные. На нашей встрече присутствуют руководители Амурской и Еврейской автономных областей, Приморья, Хабаровского края. На связи Забайкальский край, Магаданская область и Республика Бурятия, которые были подвержены паводку ранее. Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади. Населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Упреждающие меры, принятые в том числе с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий. Эффективно сработал и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. При этом пока нет окончательных данных по ущербу, числу пострадавших домохозяйств, предприятий, объектов инфраструктуры. Десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены. Поэтому первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть, нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться, пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить. Понять, что нужно сделать. Второе по жилью. Это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача – оказать помощь быстро и эффективно, с учетом наступающих холодов, как можно оперативно решить проблемы с жильем. Третье. Это оказание поддержки пожилым, одиноким гражданам, людям с ограниченными возможностями по здоровью. Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны. Органы власти сами обязаны дойти до каждого, выяснить, в чем нуждаются люди, помочь заполнить соответствующие документы, бумаги, если требуется сделать это за них, за людей, поддержать их, самим отнести куда нужно, переслать куда нужно. И проконтролировать результаты этой работы, что самое главное. Не сбросить эти бумаги и забыть про них, а посмотреть, довести до конца эти все мероприятия. Конечно же, в зоне особого внимания должны быть и дети. Обеспечение всем нужным ребят мест в школе, дошкольных учреждениях. Обязательно предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения. Далее, необходимо скорейшее восстановление объектов энергетики, дорожной инфраструктуры, полноценного транспортного сообщения, нормализация работы коммунальных служб. Не говорю уже о медицинском обслуживании, которое должно оставаться качественным и доступным, независимо от того, в какое учреждение человек обратился по месту постоянного проживания или нет. Разумеется, нужно объективно оценить и ущерб, который понес бизнес, включая малые и средние предприятия, фермерские хозяйства. В целом, прошу сегодня четких, лаконичных докладов по ситуации с анализом текущего положения дел и необходимых оперативных мер. Какая дополнительная помощь нужна со стороны федеральных органов власти, правительства? В чем сейчас основные потребности и проблемы? И на что особо вынужден обратить внимание?
Пока, судя по поступающей информации, на региональном и на местном уровне работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане. Это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. Соответственно, в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки. Но до сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы с места. До сих пор нет. Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб нет. Как принимать решение-то без документов? Вы чего тянете время-то? Напомню о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу. Давайте начнем обсуждение предложенных тем. Зиничев Евгений Николаевич, пожалуйста, прошу вас. Да, Иванович, докладываю. В результате выпадения обильных осадков на реках Амурского бассейна, а также избыточного переложения почвы, с 19 июля началось подтопление отдельных районов Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. С целью своевременного реагирования МЧС России еще до начала чрезвычайной ситуации были разработаны и доведены до муниципалитетов модели развития паводка. Силами территориальных подсистем РСЧС организовано информирование населения о складывающейся обстановке и порядке действий при ее ухудшении. По мере повышения уровня воды в реках Амурского бассейна органами исполнительной власти субъектов вводился режим чрезвычайной ситуации. В районы, наиболее подверженные угрозе затопления, заблаговременно направлены аэромобильные группировки территориальных органов МЧС России. Кроме того, авиация МЧС России по распоряжению правительства Российской Федерации из Госрезерва в зоны возможного затопления доставлено 64 комплекта водоналивных дамб. Силами РСЧС произведено укрепление имеющихся и дополнительное возведение временных защитных сооружений. На отдельных участках дамб высота насыпи была увеличена более чем на 2 метра. Владимир Ильич, хотелось бы отметить, что своевременное возведение защитных дамб позволило минимизировать ущерб от паводка в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Существующие подтопления отдельных районов этих городов обусловлены не разливом Амура, а ливневыми дождями и переувлажнением почвы. Принятые превентивные меры позволили не допустить гибели людей, обеспечить своевременное начало учебного года, а также провести единый день голосования в подвергшихся паводкам районах. В настоящее время, после прохождения 2 волн паводка, обстановка на территории Дальневосточного федерального округа стабилизируется. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области остаются подтопленными 137 населенных пунктов, более 800 жилых домов с населением 2200 человек, свыше 3800 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов и 149 участков автомобильных дорог. Ко всем населенным пунктам подъездные пути есть. Жители, чьи дома пострадали в результате паводка, размещены в пунктах временного размещения. В населенных пунктах, освободившихся от воды, выполняются аварийно-восстановительные работы. По состоянию на 10 утра с сегодняшнего дня проведена откачка воды, очищена свыше 6800 придворовых территорий, просушено более 1800 домов, вывезено 5700 кубометров мусора. Восстановлен 251 участок автомобильных дорог. Население пострадавших районов обеспечено бутилированной водой, продуктами питания и предметами первой необходимости. Осуществляется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки. На реке Амур и ее притоках уровень воды устойчиво снижается. По прогнозам специалистов, к первой декаде октября он достигнет среднемноголетних значений и вернется в свое русло. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено свыше 1700 человек, 482 единицы техники, 3-4 плавсредства. Владимир Ильич, на основании обращений губернаторов Еврейской автономной области и Хабаровского края в целях оказания финансовой помощи гражданам сегодня, 17 сентября, внесены в правительство проекты распоряжения о выделении из резервного фонда правительства Еврейской автономной области до 79 миллионов рублей и Хабаровскому краю до 252 миллионов рублей. Доклад закончен. Сегодня. Спасибо. Кожемяка, пожалуйста, Олег Николаевич. Добрый день. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, за последние 2 месяца Приморье подверглось воздействию 4 крупных тропических тайфунов.
обрушивших на край более 3-месячных норм осадков, что привело к сложной паводковой гидрологической обстановке. Оперативный прогноз по опасным неблагоприятным явлениям своевременно был доведен до всего населения края путем информирования через все виды региональных оповещений. Это позволило не допустить гибели людей. Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РЧС были приведены в режим повышенной готовности. На опасных участках дорог и вблизи аварийных мостов была сосредоточена тяжелая техника. В превентивных целях приведены инженерные работы по водоотведению, подъему дамб, расчистке русел рек и доноуглублению, что позволило не допустить разрушения дорогостоящих мостовых сооружений. Своевременно МЧС России предоставила водоналивные дамбы, использование которых в Уссурийском округе и в Краснодарском районе дало положительный эффект. Считаем, что такую практику их использования необходимо расширять. В результате паводков в 17 муниципальных образованиях произошло подтопление 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадало более 12 тысяч человек, из них 2000 детей. Эвакуировано из зон потопления 330 человек. Произошло более 700 отключений электроснабжения, было отрезано от транспортного сообщения 22 населенных пункта. Повреждено 67 километров региональных и 135 муниципальных дорог. Подмыто 22 моста. Площадь пострадавших от наводнения посевов в крае составила 14,5 тысяч гектар. С 28 августа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Наиболее сложная ситуация складывалась в Октябрьском, Хасанском муниципальных районах, городе Владивостоке, где наибольшее количество пострадавших. Селевым потоком в селе Безверхово был поврежден один двухэтажный 18-квартирный дом. На сегодняшний день в крае завершены аварийные и продолжаются восстановительные работы. Все социальные учреждения работают в штатном режиме. Транспортное сообщение и энергообеспечение восстановлено в полном объеме. Хотелось бы сказать спасибо за поддержку и помощь Восточному военному округу, силами которого проводится дезинфекция населенных пунктов. Из Краевого резервного фонда на ликвидацию последствий было направлено 210 миллионов рублей. Обследование и составлением актов 1300 подтопленных домов, признаны пострадавшими 746, а 3 дома, признанные аварийными, их жильцы попадают под расселение. После последних дождей, прошедших 9 сентября, комиссии на местах доустанавливают сумму ущерба, продолжаются выплаты материальной помощи пострадавшему населению. На сегодняшний день из 7743 подтвержденных заявлений произведено 1148 выплат. Начата работа по привлечению страховых компаний на территории, наиболее подверженной подтоплениям. Краевая администрация готова частично компенсировать сумму страхового взноса социальным категориям населения, которым также оказывается помощь в просушке домов и очистке дворов. Уважаемый Владимир Владимирович, по предварительным расчетам общий паводков составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Но нужно отметить, что средства в размере 183 миллионов рублей, выделенные из краевого бюджета и вложены осенью и зимой этого года в мероприятия по расчистке русел и рек и доноуглубления, дали положительный эффект. И если в 2018 году при гораздо меньших осадках ущерб составлял порядка 2,5 миллиарда рублей, то сегодня он значительно меньше. Мы видим эффективность данных мер. Поэтому просим поддержать такую практику на условиях софинансирования, выделить Приморскому краю на эти цели в этом году порядка 240 миллионов рублей. Также считаем целесообразным, просим поддержать необходимость внесения изменений в федеральное законодательство в части передачи полномочий по расчистке русел рек и доноуглублению, введение муниципальных образований. С Министерством природных ресурсов Российской Федерации эти предложения согласованы, соответствующие документы им направлены, просим поддержать. На сегодняшний день за счет средств краевого местного бюджета на аварийно-восстановительные работы и выплаты гражданам направлено 502 миллиона рублей. Вместе с тем просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям на сумму 370 миллионов рублей, 75% из которых не застраховали свои посевы, потому как в течение последних 5 лет подвергаются затоплению, и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг. Просим компенсировать, Владимир Владимирович, хотя бы 50% от затраченных ими средств для подготовки к следующим
весенне-полевым работам с условиями последующей 100% страховки урожая предприятиями, получающими меры государственной поддержки. Также просим выделить средства на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры на сумму 207 миллионов рублей. Документы в установленном порядке в ближайшее время будут представлены в федеральные органы власти. Уважаемый Владимир Владимирович, в течение сентября гражданам будут выплачены все необходимые материальные выплаты, заключены контракты на выполнение работ по восстановлению дорожной инфраструктуры. Полагаем целесообразным при выполнении данных мероприятий режим чрезвычайной ситуации к концу сентября снять. Спасибо за внимание. Да. Олег Николаевич, вы вот сейчас изложили то, что вам нужно, но официально не обращались в федеральные органы власти за поддержкой? Да, в установленном порядке мы в течение до 23 числа, мы все документы, у нас срок 28-го, мы представим, сейчас они готовы, и на следующей неделе у нас вылетают, даже может быть на этой неделе, и представители сельского хозяйства, дорожной службы и департамента природных ресурсов. Не затягивайте только, да? Есть у вас какие-то комментарии? Дмитрий Николаевич. Порядка 370 миллионов рублей, но до настоящего момента в Минсельхоз документы не поступали и подтверждают ту ситуацию, которая сложилась в регионе и в остальных пострадавших от ЧС в регионе. Основная доля сельхозтоваропроизводителей, к сожалению, не застраховали свои сельскохозяйственные угодья, поэтому в рамках действующего законодательства мы не можем им компенсировать тот ущерб, который им причинен. И также подтверждаю, хотел бы обратиться с просьбой компенсировать все-таки из резервного фонда 100% денег, которые они, от того, что они пострадали, с учетом возможности резервного фонда. Как документы только поступят, рассмотрите их и доложите. Есть. Спасибо. Александр Борисович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые Владимир Владимирович, участники совещания. В период с июля по сентябрь 2019 года в результате прохождения 14 циклонов, сопровождающихся обильным выпаданием осадков, произошел подъем уровня воды в реке Амур и малых реках области, а также грунтовых вод. Ввиду часто повторяющейся циклонической активности ситуация носит затяжной характер и отличается от крупномасштабного наводнения 2013 года по количеству осадков в сторону увеличения за август более чем в 3,5 раза, что привело к превышению площади подтопленных территорий, в том числе сельскохозяйственных угодий, автомобильных дорог и территорий областного центра, чего не было в 2013 году. В зону подтопления попали все 6 муниципальных образований области. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта, 224 жилых дома, 2086 присадебных участков, 28 социальных объектов, в том числе 14 школ, 9 детских садов, 3 лечебных заведения, 2 дома культуры, 2 моста и 46 участков дорог, а также 56 875 гектаров сельскохозяйственной культуры. С учетом того, что мы, к сожалению, не смогли посеять 30 тысяч гектаров весной, когда были также проливные дожди, потери по площадям составляют более 50%. Работы по проведению превентивных мероприятий и ликвидации подтопления начали проводить уже в июле. Со 2 августа органами управления силы территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования чрезвычайной ситуации. Хотелось бы отметить, что на основании полученных прогнозов совместно с Национальным центром управления в кризисных ситуациях были разработаны модели развития гидрологической обстановки, что позволило заблаговременно организовать и приступить к выполнению комплекса превентивных мероприятий по защите населенных пунктов и территорий. Силы и средства были сосредоточены в районе наиболее подверженных воздействию паводковых вод. Построено и укреплено 22 дамбы общей протяженностью 27 километров. Пополнен резерв материальных средств. Приведены в готовность к возможному приему пострадавших 22 пункта временного размещения. Проведенные мероприятия с учетом опыта 2013 года позволили не допустить гибели людей, минимизировать ущерб до 2 миллиардов рублей, а также предотвратить подтопление более 250 жилых домов и 500 приусадебных участков и объектов инфраструктуры и не позволить допустить высокой социальной напряженности. По настоящий день на Амур
продолжается колебание на реке Амур. Уровни воды от минус 44 до плюс 25 сантиметров в сутки. С сохранением отметок выше опасных и неблагоприятных явлений. Это обусловлено в том числе высокими притоками по реке Сугари из Китая. И у нас в этом плане ситуация кардинально отличается от Амурской области. В настоящий момент остаются потопленными 5 из 6 муниципальных образований, 43 населенных пункта, 137 частных жилых домов, 2046 приусадебных участков, 16 социально значимых объектов и 31 участок автодорог. В 2 пунктах временного размещения в настоящее время находится 29 человек, в том числе 13 детей. За 1,5 месяца с введения чрезвычайной ситуации проведена откачка более 36 миллионов метров кубических воды и очищено 305 подворий, 44 улицы протяженностью 15,5 километров. Восстановлен 1 участок дороги. Производится санитарная очистка и обеззараживание территорий, освободившейся от воды. В результате воздействия паводковых вод и срыва переносов начала учебного процесса не допущено. Все школы приступили к обучению, все школьники учатся. Аварийно-спасательные и аварийно-восстановительная работа у нас продолжается. Хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, военный округ, также МЧС, Национальную гвардию, МВД и активное население, волонтеров за содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В каждом муниципальном образовании, сегодня организованы работы комиссии по оценке ущерба. Эта работа уже ведется. Единственное, как вы совершенно справедливо сказали, мы можем приступить только к первому этапу, потому что вода 80-90% ни сельхозуходе, ни из домов еще не ушла. Поэтому в этом плане у нас идет задержка. К сожалению, те методические документы, нормативные акты, которые сегодня существуют, не соответствуют сегодняшней ситуации. Очевидно, в них надо вносить изменения. Приступила к работе комиссия и по оценке пригодности жилых помещений для дальнейшего проживания людей. Однако стабильно высокий уровень, как я говорил, воды осложняет работу комиссии. В зону подтопления попало большое количество садовых и огородных земельных участков. Это момент я хотел бы особо обратить внимание ваше, Владимир Владимирович. Использованных жителями как Еврейской области, так и Хабаровского края. То есть около более 10 тысяч таких хозяйств. Это огороды и садовые участки. Поскольку данный вид поддержки не входит в действующую систему государственной поддержки пострадавших граждан, просим рассмотреть вопрос о целевом разовом выделении финансовых средств для выплаты единовременной материальной поддержки в связи с утратой урожая сельскохозяйственной культуры на садовых и огородных земельных участках. Предлагаем из расчета 10 тысяч рублей на 1 участок. Методику оценки мы выработали и могли бы эту работу осуществить при принятии положительного решения о помощи людям. Тем более, что, как правило, это люди малоимущие, многодетные семьи и так далее. На ликвидацию последствий паводка из областного и муниципального бюджета нами выделено около порядка 27 миллионов рублей. Но по состоянию на сегодня практически остаток средств резервного фонда Еврейской автономной области составляет всего лишь 200 тысяч рублей. Анализ масштабов чрезвычайной ситуации, как я уже говорил, сопоставим с нанесенным ущербом при масштабном наводнении 2013 года. Учитывая несбалансированность бюджета области, существует острая проблема финансирования первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий паводка. Нами уже направлены обращения в адрес председателя правительства Российской Федерации, в том числе от 13 числа, где мы попросили срочно нам выделить небольшую сумму 37,5 миллионов на аварийно-спасательные работы. Просим по возможности решить этот вопрос в ускоренном порядке, поскольку это средства, которые мы направляем на откачку воды, это покупка топлива или обеззараживание территорий, которым немедленно надо приступить. Потребность в бюджетных ассигнованиях для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий, на сегодня нами оценивается, и мы заявили эту цифру первоначально, 1 131 миллион 560 тысяч рублей, включая 350 миллионов на завершение аварийно-спасательной неотложной аварийной работы и порядка 701 миллион на компенсацию ущерба пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям прямых затрат
в сумме, в размере понесенного производства сельхозпродукции. Я поддержал бы здесь коллегу Кожемяка, учитывая вне зависимости от страхования. Существующая нормативная база, в принципе, позволяет это сделать, но требуется специальное, нужно решение правительства на этот счет. Это в законе указано. Поэтому просим вас дать поручение правительству, принять это отдельное решение и решить данный вопрос. Потому что здесь вопрос касается не только того, что периодически топит и, так скажем, компании не страхуют, а еще для того, чтобы застраховаться, нужно сортовое зерно и так далее. Допустим, в Ильинской области нет ни одного семеноводческого хозяйства. Наши попытки закупать сортовое зерно в соседних территориях, в частности, в Приморском крае и в Амурской области, не дают успеха, потому что там их тоже не хватает. Поэтому здесь требуется комплексная задача решения, и мы уже обратились с этой просьбой поддержать в развитии семеноводческого хозяйства Министерства сельского хозяйства. Уважаемый Владимир Владимирович, необходимо отметить, что с 12 сентября текущего года в связи с заболеванием свиней африканской чумы, к сожалению, на территории области введен также карантин. Организованы и проводятся ограничительные ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов опасного заболевания, что также потребует дополнительного затрат из бюджета области. Ликвидация последствий паводка привела к усугублению сбалансированности бюджета и негативно отразилась и на так и без того сложной ситуации по подготовке, к сожалению, осенне-зимнего периода. Я вам докладывал об этом во время президиума Госсовета. Сегодня задолженность консолидированного бюджета перед ресурсоснабжающей организацией у нас составляет 123 миллиона рублей. Кроме того, есть проблема с выплатой компенсации организаций, предоставляющих гражданам коммунальные услуги в части потерь дохода, возникающих с установлением ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 219 миллионов рублей. А также сложилась критическая ситуация, связанная с невозможностью начала отопительного сезона в 16 населенных пунктах, где проживает 10% населения, ввиду ресурсно-снабжающей организации. Для решения данной проблемы единственным возможным вариантом является привлечение существующего государственного предприятия области. Для обеспечения работы его и создания 45-дневного запаса необходимо порядка 180 миллионов рублей. Просьба рассмотреть эти вопросы и поддержать нас. Прошу вас дать поручение правительству Российской Федерации оказать срочную поддержку, в том числе и по этому направлению. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Да, спасибо. Александр Борисович, чего не начали обследование домов-то до сих пор? Потому что вода не ушла или в чем проблема? Да, Владимир Владимирович, практически единичные дома. Мы только вчера приступили, получили возможность, первые комиссии пошли. Как только вода начала отступать, у нас затяжной характер наносит. Это не как в 2013 году пришла и достаточно относительно быстро ушла. Только первые дома освобождаются от воды. Комиссии все приступили к работе, все готовы, и мы постараемся в кратчайшие сроки завершить эту задачу. Ладно, хорошо, спасибо. Василий Александрович Орлов, пожалуйста, Амурская область. Мы с вами недавно это обсуждали, тем не менее, повторите, пожалуйста. Да, добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В результате проливных дождей в июле-августе текущего года на территории региона произошел резкий подъем воды в уровнях в реках. В зону подтопления попало 135 населенных пунктов с общим числом проживающих 15 500 человек. Подтопленными оказались 871 жилой дом, в которых проживает 2201 человек, 6638 приусадебных участков, 8 социально значимых объектов. Был большой набор мероприятий проведен по недопущению гибели людей. Нам это удалось. Было эвакуировано 2658 человек, в том числе 937 детей. Проведены ряд превентивных мер по возведению дамб. Это позволило не допустить подтопления 15 населенных пунктов, в которых проживает около 80 тысяч человек. Больше 20 километров дамб было построено. В результате ЧС нанесен ущерб экономике региона, повреждены 44 моста и 107 сооружений, автомобильные дороги протяженностью 565 километров, пострадал урожай на площади 254 тысячи гектар, это 329 хозяйств. Общий материальный ущерб составил более 6,4 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард 100 миллионов – это ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1 миллиард 900 миллионов рублей на восстановление дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры и 3,4 миллиарда рублей – это ущерб сельскому хозяйству. После ухода паводка в населенных пунктах проведена откачка воды, проведены работы по очистке 293 подворий, это 100% от потребности, 2700 кубометров мусора было вывезено,
Большое количество грузов было доставлено населению: вода, продукты питания, другая гуманитарная помощь. Для получения необходимой региону финансовой помощи на имя представителя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева было направлено обращение с просьбой о предоставлении ассигнований из Федерального резервного фонда, и распоряжением правительства было предусмотрено выделение до 600 миллионов рублей на осуществление единовременных социальных выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка. Мы попросили 600 миллионов, потому что ситуация развивалась очень негативно, и мы предполагали, что будут более серьезные последствия. На сегодняшний день из федерального бюджета поступило 292 миллиона рублей, все средства перечислены гражданам, 15 536 граждан получили поддержку. В настоящее время в правительстве Российской Федерации внесен проект распоряжения, позволяющий производить выплаты гражданам по судебным решениям. За указанными выплатами обратилось в настоящее время 1300 человек. Здесь речь идет о сумме в 33 миллиона. Это те граждане, которые фактически проживали на потопленных территориях, и факт этот подтвержден, но однако не были там зарегистрированы. Прокуратура встала, мы отказались сначала этим гражданам, прокуратура встала на их защиту, и суд встал на сторону этих граждан, но вот по аналогии с иркутским сценарием, там граждане, вот, которые в соответствующем статусе находились, они такие выплаты получили. Надеюсь, что и нас поддержат. Для оказания мер социальной поддержки пострадавшему населению из регионального бюджета также были выделены средства в общей сумме 101 миллион рублей. Хочу сказать, что совокупно областной бюджет направил на ликвидацию последствий ЧС 314 миллионов рублей. Проводится работа по ремонту печей, приобретению дров, овощной продукции, восстановлению поголовья сельхозживотных. Нами проведено обследование 871 жилого дома, признаны непригодными для дальнейшего проживания 387 домовладений, в которых проживает 785 человек. В 492 жилых помещениях требуется проведение капитального ремонта. Общая потребность в средствах на восстановление жилья составляет 1 151 миллион рублей, в том числе на приобретение нового жилья 983 миллиона и на капремонт 167 миллионов рублей. Так как основное подтопление жилых домов произошло в северных территориях, где уже начался отопительный сезон, необходимо принятие оперативных мер по восстановлению объектов жилого фонда. Во время вашей рабочей поездки в Амурскую область 6 сентября, Владимир Владимирович, я обратился к вам с просьбой о выделении региона вот этой суммы 1 151 миллион рублей для оказания материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате ЧС. О сложившейся ситуации правительство области также проинформировало Минстрой России. Для пострадавшего населения нами сейчас, вот еще раз, Владимир Ильич, из вот этих 871 дом пострадавших, 387 аварийных, в них проживает 785 человек. Из этих 785 человек, на слайде видите, 677 человек находятся в этом аварийном жилье. Они не хотят покидать, там 97 детей в том числе находится. Значит, мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация. У нас в 4 территориях, уже в 4 муниципальных районах снег выпал. Вы правильно сказали, что приближается неумолимо зима. Значит, мы подготовили пункты долгосрочного пребывания. На сегодняшний день они развернуты на 145 человек. У нас есть дополнительный резерв 650 человек. То есть всех желающих мы в этих пунктах долгосрочного пребывания готовы принять. Но сегодня только 25 граждан решило в этих пунктах остаться, хотя там все условия для жизни есть. Мы считаем, что это нас заставляет еще как можно скорее принимать соответствующие меры по предоставлению гражданам возможности выплат и, соответственно, возможности приобрести себе жилье. Значит, что еще хотел сказать? В ходе паводка пострадало 2 школы с общим количеством учащихся 92 человека. В настоящее время 50 детей находятся в детском лагере «Океан» в Приморском крае. Для остальных организован подвоз в ближайшее учебное заведение. До конца сентября эти образовательные организации будут восстановлены. Владимир Владимирович, я хотел бы акцентировать ваше внимание на 3 вопросах. Первый касается предоставления выплат на приобретение гражданам жилья. Мы считаем, что наиболее удачно был применен порядок по постановлению правительства 916 в Иркутской области. О чем там шла речь? Математическая модель. Пострадавшее непригодное жилье для жизни. Значит, гражданам представляла следующая выплата. Количество граждан, проживавших в этом жилье, умноженное на социальную норму. То есть один человек 33 квадрата, 2 42, 3 и более 18 квадратов на каждого. И умножается на стоимость среднюю квадратного метра по региону. По приказу Минстроя за 3-й квартал 2019 года это 57 тысяч рублей. Значит, есть еще 110-е постановление правительства, которое в основе также эту модель выплат держит, но там есть одно ограничение, которое для нас серьезные проблемы создаст. Там сказано, что
жилья, которое идет в зачет, не может превышать площадь того жилья, которое у граждан было. У нас в основном люди проживали в домах с малой площадью, 30-40 квадратных метров. Вот если мы говорим, скажем, например, в доме 40 квадратных метров жило 4 человека, это очень распространенная практика, то исходя из методики 110-го постановления правительства, они получат 40 квадратов умноженное на 57 тысяч, 2 миллиона 300 тысяч рублей. За эти деньги можно купить только однокомнатную квартиру. Если пойти по аналогии с иркутским порядком, то эта выплата будет 4 миллиона рублей на семью, и можно купить комфортное жилье на вторичном рынке. Я просил бы поддержать нас вот в данной инициативе, чтобы было утверждено постановление правительства по аналогии с Иркутской областью. Второй вопрос. Хочу поддержать Дмитрия Николаевича Патрушева. У нас очень конструктивная работа идет с Минсельхозом по поводу выплат сельхозтоваропроизводителям. Для нас это особенно важно. Совокупный ущерб на сегодняшний день 3 миллиарда 400 миллионов рублей, это 329 хозяйств. Но, как было сказано, по постановлению правительства 1441 могут выплаты быть только в отношении тех, кто застраховал. Это действительно большая проблема для Дальнего Востока, у нас сельхозпроизводители не страхуются. Поэтому я просил бы поддержать предложение Минсельхоза. Если мы сейчас сельхозтоваропроизводителя не поддержим, у нас вообще сельского хозяйства не останется в следующем году. И третий вопрос, Владимир Владимирович, мы тоже с вами его обсуждали во время вашего визита. Это превентивные мероприятия по берегозащитным сооружениям. Мы с 2013 года направили 9 проектно-сметных документаций в профильное министерство на общую сумму 8,5 миллиардов рублей. Наиболее показательно это берегоукрепление в Благовещенске. Готовность этого объекта 82%, объект строится уже больше 10 лет. ПСД в ценах 2019 года, госэкспертиза, июль 2019 года 3 миллиарда 600 миллионов рублей, из которых 500 миллионов областной бюджет, 3 миллиарда 100 федеральный бюджет. Если эти средства будут до нас доведены, я обязуюсь в течение 2 лет этот объект завершить. Объект имеет очень важное значение, потому что это 220 тысяч человек проживающих. Здесь есть определенный моральный эффект. Люди увидят, что действительно государство внимательно смотрит за тем, насколько часто происходит чрезвычайная ситуация у нас и оказывает соответствующую поддержку. Этот проект по берегоукреплению получил одобрение Министерства экономического развития, Минстроя, Минвостока. Пока есть отказ Минфина, но надеюсь, что с вашей помощью этот вопрос будет решен. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, пожалуйста, Сергей Иванович Хабаровский. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, на территории Хабаровского края с 29 июля 2019 года из-за сложной гидрологической обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. Основная зона паводка сложилась в бассейне реки Амур. Гребень паводка смещается ниже города Комсомольска-на-Амуре. На Нижнем Амуре сохраняются уровни категории опасных явлений и выше. Ожидается дополнительный 60 сантиметров. Сейчас в районе города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре наблюдается небольшой спад, примерно за сутки 2-5 сантиметров. У города Хабаровска на 16 сентября на 8 часов утра вода достигла отметки 548 сантиметров, при уровне опасного явления 600. У города Комсомольска-на-Амуре 811 сантиметров, что выше опасного явления на 1,6 метра. В паводок 2019 года максимальные отметки составили у города Хабаровска 644 сантиметра, а у города Комсомольска-на-Амуре 829 сантиметров. Это второй исторический максимум за всю историю наблюдений. Я хотел бы просто сказать по 2013 году, тогда отметки достигали 808 и 912 сантиметров. В первую очередь, конечно же, все усилия были сосредоточены до спасения людей, защиты жилья и объектов, на возведение временных защитных сооружений, организации пункта временного размещения, медицинского обеспечения пострадавших граждан. Серьезную помощь мы получили от возведения гидротехнических сооружений в городе Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, которые вы, Владимир Владимирович, по вашему поручению были построены после наводнения 2013 года. Они, конечно, еще не до конца завершены все работы, но тем не менее, если бы не эти дамбы, а также если бы не своевременно принятые меры по возведению временных защитных сооружений, то в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в зону потопления попало бы около 2000 многоквартирных и индивидуальных жилых домов с населением 34 тысячи человек. При строительстве временных защитных сооружений перевезено и уложено более 180 тысяч кубометров грунта и других инертных материалов. Для откачки воды с потопленных территорий сформированы насосные группы общей мощностью более 105 тысяч кубометров в час. По состоянию на 16 сентября остаются потопленными
93 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях края. 670 жилых домов, в них проживает 2002 человека. Один социальный объект, школа село Бельго Комсомольского района, 1763 приусадебных участка, 2202 дачных участка, 21,8 тысяч га сельхозугодий, 118 участков дорог общей протяженностью 30 километров. Для эвакуации населения подготовлено 22 пункта временного размещения вместимостью 782 человека. Развернуто 3 пункта, в которых размещено 41 человек, в том числе 11 детей. Все пункты обеспечены питьевой водой и горячим питанием. Населению, оказавшемуся в зоне потопления, оказывается адресная помощь. В местах опасной паводковой обстановки организовано дежурство спасателей, пожарных, представителей администрации населенных пунктов. 246 гражданам оказана финансовая помощь на общую сумму 8,8 миллионов рублей. Это единовременная материальная помощь до 10 тысяч рублей. В ближайшее время планируем осуществить такие выплаты еще 102 гражданам на сумму еще 1 миллион рублей. В муниципальных образованиях созданы оценочные комиссии. Всего создано 56 комиссий общей численностью 400 человек. После схода воды оперативно проведем оценку ущерба граждан по утрате имущества. Будет выплачено до 50 тысяч по частичной утрате и до 100 тысяч при полной утрате имущества. Общий объем средств из краевого и муниципальных бюджетов, направленных на выплаты граждан, проведение аварийно-спасательных и других работ на 16 сентября составил 73 миллиона рублей. 2 сентября у нас начался учебный процесс, все дети пошли в школу. В школе села Бельго, Комсомольского муниципального района, в настоящее время 40 детей не имеют возможности посещать образовательные учреждения, но они все обучаются дистанционно на дому. Также усилен контроль качества воды, поддерживаем неснижаемый 30-суточный запас реагентов для водоподготовки, обеспечен подвоз питьевой воды в населенные пункты, где это необходимо. Проведена вакцинация более 70 тысяч человек, что составило 99% от плана. Организованы дезинфекционные и дератизационные мероприятия. Для проведения дезинфекционных работ сформировано 58 бригад численностью 668 человек. Организовано взаимодействие с Восточным военным округом по привлечению специальных сил. Привлечено 15 единиц техники и 35 военнослужащих. В настоящее время особое внимание уделяем защите от паводка города Комсомольска-на-Амуре. В данный момент остаются подтопленными 440 жилых дома, в которых проживает 742 человека. В городе работает межведомственная рабочая группа правительства края и оперативный штаб МЧС России. В связи с повышением уровня воды в населенных пунктах, расположенных ниже по течению города Комсомольска-на-Амуре, продолжаем работу по своевременному возведению временных защитных сооружений, оболовки объектов жизнеобеспечения, оснащению населения насосными установками, усилим группировку сил и средств. В целом обстановка сохраняется напряженная, но я хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович, обстановка контролируемая. Очень серьезный вопрос после исхода воды – это капитальный ремонт жилых помещений и переселение граждан из аварийного жилья. Пока у нас нет точных данных по пострадавшему жилью, но тем не менее мы оцениваем уже необходимость проведения капитального ремонта не менее 200 жилых домов, на что потребуется около 80 миллионов рублей, и около 180 индивидуальных жилых домов и помещений к расселению в связи с признанием их аварийными. Это около 400 миллионов рублей. С какой проблемой мы столкнулись по предварительным расчетам? Значит, у нас около 55% жилых домов, попадающих в зоны затопления, признанными непригодными для проживания еще после наводнения 2013 года. Здесь, Владимир Владимирович, есть пробелы в законодательстве. В свое время люди получили социальные выплаты под новое жилье, однако прежнее жилье осталось в их собственности. В связи с этим правительством края подготовлены предложения по внесению дополнения в жилищный кодекс Российской Федерации. Мы предлагаем после того, как будут проведены полные выплаты для государственных и немуниципальных нужд, земельный участок, расположенный в зоне подтопления, по аналогии изъятия в отношении жилья, признанными аварийными. Мы обратились к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь. Уважаемый Владимир Владимирович, практика ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций показала, что выделить средства наиболее оперативно и в полном объеме возможно
если рассмотрение соответствующих вопросов на основании поручения правительства Российской Федерации будут осуществляться профильным ведомством в соответствии с предметом ведения. Например, оказание помощи пострадавшим граждан МЧС России, обеспечение пострадавших временным и постоянным жильем, включая механизм добровольного страхования, капитальный ремонт поврежденных социальных объектов Минстроем, ну и так далее. Ситуация, связанная с ликвидацией последствий паводка, находится на ежедневном и ежечасном контроле. Приняты все необходимые меры для стабилизации. У нас есть еще одна проблема, которая буквально всплыла в связи с тем, что в реке Силенко, в городе Комсомольске-на-Амуре, эта горная река проходит через город, произошел резкий подъем воды, в результате чего подмылись берегоукрепления газораспределительного газопровода «Газпром» газораспределения «Дальний Восток». Возникла реальная угроза остановки газопровода, который обеспечивает поставки природного газа на ТЭЦ, объекты промышленности, коммунальной энергетики, населению города. Конечно, оперативно принятые меры позволили не допустить серьезных последствий в городе Комсомольске-на-Амуре, но во избежание подобных ситуаций считаем необходимым произвести дноуглубительные работы реки Силенко в черте города Хабаровска-на-Амуре. Для этого просим вас оказать содействие для принятия оперативных мер по защите газопровода от разрушающего воздействия реки и дать поручение Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации о проведении дноуглубительных работ на реке Силенко в черте города Комсомольска-на-Амуре. Сами мы, к сожалению, приступить к этому без разрешения не можем. И в завершение доклада, Владимир Владимирович, хотелось бы выразить особую благодарность министру МЧС за то внимание, которое нам оказывалось. К нам 3 раза за время МЧС лично прилетал министр, и на месте мы разбирали ситуацию, и это позволяло достаточно быстро и оперативно принимать дополнительные решения. Спасибо. Доклад закончен. Сергей Иванович, вы сказали, что обратились в правительство с просьбой оказать вам поддержку и финансовую помощь. Документы-то где? Обосновывающие документы где? В Минсельхоз передали обосновывающий, а по МЧС тоже. Сегодня уже вышло постановление на 200, и должно выйти постановление, насколько я знаю. Да, сегодня есть. Вот. А что касается жилья, у нас еще все под водой стоит, поэтому мы пока что можем оценить только предварительно. Подготовьтесь заранее. Сейчас ко всем обращаюсь, где еще вода не ушла, ко всем коллегам. Нужно заранее подготовиться, не ждать, пока вода сойдет, а потом начать формирование комиссий различных. Нужно заранее, чтобы они были сформированы, были готовы к работе. И как только, так сразу. Вот как только вода ушла, сразу, чтобы приступали к работе. Немедленно. Вот есть еще один момент. Он мелкий, казалось бы, но тем не менее. Сейчас вот Сергей Иванович сказал о капитальном ремонте, но мы все знаем, как он должен быть организован. Но если речь идет не о капитальном ремонте, вот мы здесь отметили с коллегами, там простой примитивный вопрос. Вода зашла, ушла, вроде дом признан пригодным для проживания. Печка развалилась, зима же наступает. Как людям там отапливать? Поэтому, вы, пожалуйста, это не мелкий вопрос для этих регионов, для ваших. Надо заранее подумать об этом и людям помочь просто. Там, обустроить им соответствующие приборы. Их достаточно. Да, это, может быть, денег потребует дополнительных, но не таких больших. Надо это сделать обязательно. И еще вот что. Речь идет о 7 регионах в целом. Это сотни домов, это сотни участков дорог подтопленных, это большое количество социальных объектов, тысячи людей, которые оказались в зоне ЧС. Тысячи. И здесь много комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах, в регионах, так и на уровне федерации. И чтобы работа была организована должным образом, невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам. Должен быть какой-то интегрирующий центр.
И таким центром будет Министерство строительства. И министр, руководитель этого министерства Владимир Владимирович. Тем более, что вы совсем недавно были губернатором, знаете, как эта работа организовывается, губернатором в целом успешным. Поэтому, если нужно формализовать это, давайте формализуем, я Медведеву скажу, он соответствующее решение примет. Но просто, чтобы вы знали, с этого момента, чтобы и коллеги, чтобы все слышали, вот через него все туда. Так, он вам будет помогать работать со всеми структурами правительственными, и с МЧС, и с Минфином, и с Минздравом, с Минсельхозом и так далее, и так далее. Потому что иначе им будет, коллегам из регионов, достаточно сложно проходить по каждому коридору отдельно, по каждому кабинету отдельно и коридору власти. Поэтому вот давайте об этом договоримся. Так, пожалуйста. Да, кто хотел бы что-то еще сказать? Да, пожалуйста. Владимир Владимирович. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, то, что прозвучало сейчас, и то поручение, которое вы дали, мы, естественно, все это отработаем. Значит, что бы хотелось попросить от коллег? Значит, вы об этом уже сказали. Значит, максимально быстро все-таки поставить работу со списками. У нас это самая больная тема. Вот сейчас мы проходим непростой период в Иркутской области. Нужно сказать, что до сегодняшнего дня мы еще там продолжаем с этим вопросом работать. И очень важно, чтобы в муниципальных образованиях эта работа была поставлена на самый высокий уровень. Поэтому я обращаюсь вот к коллегам-губернаторам. Нужно организовать муниципальные команды и максимально быстро подготовить списки пострадавших. Вот здесь у нас всегда самый большой затык и самая большая проблема. Тем более зима не за горами. Поэтому вот это, наверное, один из самых главных вопросов. Теперь мне бы хотелось на чем заострить внимание, Владимир Владимирович. Коллега из Амурской области объяснил вам два механизма, как мы считаем компенсацию на потерянное жилье. Я не буду углубляться, значит, там в название нормативных документов. Это иркутский, значит, вариант, социальная норма, но не менее площади утраченного жилья, и стандартный подход не более социальной нормы и не более фактической. То, что касается Амурской области. Что мы предлагаем на данный момент, этот подход согласован с Министерством финансов. Остаемся на стандартной схеме, не более социальной нормы и не более фактического потерянного жилья. Разница между иркутским вариантом и этим вариантом составляет 369 миллионов рублей. Нужно сказать, что доходы, значит, у нас Амурской области в этом году достаточно прилично выросли. И мы предлагаем, чтобы не нарушать общий подход, предложить Амурской области профинансировать 369 миллионов рублей из регионального бюджета. Это нормальный будет и правильный вариант, потому что если мы говорим по Иркутской области, и в качестве примера приводится, там очень много направлений было, где региональный бюджет понес серьезные траты по Иркутской области по другим направлениям. Поэтому, мне кажется, вот это решение, оно будет более правильным и выверенным. И еще один момент, пользуясь случаем, на что бы хотел обратить внимание, опять же, из нашей, так сказать, иркутской истории. Проблема, связанная с зонами подтопления, на сегодняшний день в муниципальных образованиях решена крайне слабо. Зоны подтопления сегодня не установлены, они не отражены в генеральных планах. И вот это та работа, которую мы должны с коллегами все-таки довести до логического завершения. В противном случае мы будем периодически возвращаться к этой теме. И вот мы с коллегой из Хабаровского края, значит, буквально сегодня эту тему обсуждали, потому что часть домов у него попала сегодня в зону подтопления, которые после 2013 года там не должны были строиться. Вот это очень важное направление, и я как бы обращаюсь к коллегам с тем, что вот эту работу мы должны провести и все-таки логически ее завершить. То, что касается, значит, тех домов, когда мы выдаем, значит, материальную помощь на приобретение нового жилья и на то, чтобы данный земельный участок и тот дом, который признан сегодня непригодным для проживания, ушел в муниципальную собственность, и после этого уже муниципалитет стал собственником этого земельного участка, такой механизм есть. Он был опробирован в ряде субъектов Российской Федерации, и при выдаче
такой материальной помощи заключается договор мены. Мы с коллегами это все отработаем, Владимир Владимирович, по вашему поручению, и минимизируем вот эти истории, которые на данный момент, к сожалению, сегодня в Дальневосточном федеральном округе еще имеют место быть. Спасибо. Хорошо, спасибо. Зиничев, пожалуйста. Да, все. Мы провели анализ последних ЧС